Ветеранов боевых действий, которые проживают в Чувашии, освободят от уплаты половины транспортного налога. Соответствующий закон приняли депутаты Госсовета Республики на заключительной в этом году сессии. От части транспортного налога освобождаются ветераны боевых действий, в том числе в Афганистане, Чечне, Сирии, Дагестане и других локальных конфликтах. В середине декабря законопроект одобрил Кабинет министров республики. Установить дополнительную налоговую льготу по транспортному налогу в размере 50% ставки налога для ветеранов боевых действий в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Данную меру поддержки депутаты приняли. Закон вступит в силу после подписания главой Чувашии Олегом Николаевым. Что касается участников специальной военной операции, их от транспортного налога на определенный период освободили еще осенью. Мы 19 октября, Государственный совет Чувашской республики принял закон. Мы предоставляем 100% льготу на автомобили, мощность двигателей которых до 150 лошадиных сил. Если они имеют две автомашины, то участник специальной военной операции может выбрать одну или ту машину, на которую будет распространяться эта льгота. Также на последней в этом году сессии подвели законодательные итоги года. Год для Государственного совета был плодотворным. За этот год 105 законов принято, важных, нужных для жителей нашей республики. Все они социально ориентированы. Я хочу сказать, много законов приняли поддержка участников, членов их семей. И, конечно же, вот тот законопроект, который мы в кратчайшие сроки приняли, важным был, в первую очередь, предоставление квартир участников СВО многодетным, у которых 5 и более детей. Еще из нововведений, которые депутаты приняли в этом году. С 1 сентября на территории республики запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а многодетные семьи смогут получать денежную компенсацию вместо бесплатных земельных участков. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев. Национальное телевидение Чувашии.